Привет, друзья! Меня зовут Женя Сукак, и вы смотрите ток-шоу «Мне тоже не нравится». Я прошу ваши лайки, подписочки, просмотрики и, конечно же, ваше мнение в комментариях о том, что вы сегодня услышите. Ну что, дорогие любимые коллеги, что вы думаете по поводу нового министра информации, который, наверное, когда-то бы мог иметь к вам отношение, когда вы все были в Беларуси, и я. Сейчас уже нет. Но, тем не менее, как вы думаете, изменится ли какая-то общая политика и рисунок пропаганды? Потому что, Марков такая яркая фигура, да? Просто предыдущие министры информации, это были какие-то ребята, которых мы-то, естественно, с вами знали, но для всех остальных они не представляли никакого интереса. А Марков — это все-таки the Марков. Ну, мне здаецца, што ад іншых ён адрозніваецца толькі тым, што яго баіцца Бондарева. Бондарева? Што Бондарева яго лічыць прабеларускім і антырасійскім міністрам інфармацыі. Что, в принципе, и боится хорошо. за свою шкуру просто. Что Так, вот... Подожди, хороший министр получается. Ну, Пробеларускі, антырасійскі. Бондарева его боится. Мы перамаглі? увогуле, мне яшчэ здаецца, што Марков, ён жа да інфармацыі мае дачыненне толькі нейкі апошні час, а да таго ён там працаваў аўдытарам, да, калектарам, там нешта такое. И силовиком он еще был лет 12, по-моему. І вось ён, калі яго там прадстаўлялі, гэта былі яго перавагі. Типа, ну вы ж там і з грошамі там что-то, да? Да, да. Вот. То бок гэта такі тренд. Вот Путін зараз прызначае Мінабароны у его цяпер кіруе нейкі там чувак з міністэрства эканамічнае развіцця, і намесніца яго, гэта яго племянніца, якая таксама схемы эканамічныя разрулівала там, да? Ну і давайте вот в міністэрстве інфармацыі. Вот тыя, хто журналісты і інфармацыяй кіруе, яны неэфектыўна кіруюць. А вот давайте туды сілавіка з эканамічным бэкграундам, вот он там все порядок наведзе. Але мне здаецца, што не наведзе. Слушайте, я не знаю гражданина Маркова настолько, чтобы оценить его профессиональные качества, но мне было бы вообще очень трудно поставить задачи перед Министерством информации, потому что давайте себе представим человека, который ставит задачи Маркову. Да, у тебя есть один вариант. Чем его представляешь? Мы его знаем. Я уверен, слушай, я уверен, что когда ты встретишься с ним лично и скажешь, какие задачи вы передо мной ставите, там будет такой набор тезисов, из которых ты не поймешь, какие задачи перед тобой стоят. Давайте себе представим нормального начальника у этого Маркова и попробуем себе представить, какие могут быть варианты. Вариант номер один – это Геббельс. Вот если задача у министра информации создать министерство пропаганды, это один вариант. Второй вариант – это, я не знаю, существует ли в нормальных обществах вообще Министерство информации, потому что это какая-то такая структура, я не уверен, что вообще СМИ нуждаются в какой-то такой общей координации и общем руководстве. Да? Но если бы можно себе представить, что все-таки это есть, то, наверное, это была бы задача взращивания поля независимых СМИ. И это такой, знаете, лучший человек на эту должность был бы человек, который имеет дело там, с кучей стартапов, который знает, как строить инфраструктуру стартапов. Вот два образа. Насколько Марков подходит на Геббельса, и насколько он подходит, условно говоря, на лидера стартап-тусовки, организатора каких-нибудь... я вспоминаю почему-то сейчас не стартап-викенды, а social-викенды почему-то. Вот насколько он, по-моему, Александр Скоробовский был, да, в этом. Вот насколько он такого рода человек? Я не могу себе ответить на вопрос. Я не знаю. Я знаю, что он военный, и я ничего хорошего от этого, конечно же, не жду. Александр, по-моему, мы его немножко недооцениваем. Да? Он, как минимум, эффективный менеджер, и за последнее время было два таких заметных вброса. Не от него лично, а через его телеграм-канал Графыч. Да? Обычно это приписывают ему, и похоже, что это действительно он. Да? Наша пропаганда, в чем ее слабость? Она достаточно маргинальна, да? Вот та же Бондарева, да, ребята, товарищи, даже тем, кто Лукашенко, наверное, любит, да, вот такую маргинальную пропаганду есть не очень приятно, да, а он замечает эти слабые стороны пропаганды. Он очень четко сказал, и Лукашенко ему подыграл, что не надо портить мои отношения с Украиной и с украинцами, мне с ними еще отстраивать.
И вот последний вброс о том, что, ребят, не надо пускать пыль в глаза. Ваши миллионные YouTube-каналы не стоят ничего, потому что у вас там по 1000 просмотров. То есть он видит эти слабые больные места. Ну, значит, это достаточно сильный менеджер, да, потому что многие в окружении Лукашенко, в том числе медиа-менеджеры типа Жука, типа Акулович, да, рассказывают, какие они фантастически крутые, как они там миллионные каналы эти создают и так далее. Не принято говорить о болях, слабостях, а он, если он это умеет делать, значит, возможно, он сможет с этим как-то бороться, что-то исправить. То есть он может, у него есть потенциал достаточно сильного министра информации, что для нас не очень хорошая новость. Ну, на роль Геббельса, такого неда Геббельса, мне здаецца, прэтэндавалі два папярэднія міністры інфармацыі. Вось якія прыйшлі якраз там тушыць, закручваць. А гэты, як бы атрымліваецца, ён уже такі посткрызісны. Да? Типа мы там перагарнулі, перамаглі, ну так давайте цяпер што-небудзь у мірны час паспрабуем зрабіць. І калі вось Александр пытаецца пра задачу, то мне здаецца, што ў выпадку з Лукашэнкам, які ставіць задачу Маркаву, гэта задача таксама абсалютна ў трэндзе таго, што ўвесь час кажа Лукашенко. Зарабі мне, Маркаў, такую прапаганду, якую б людзі глядзелі і не блівалі ад яе, да? Ну вот та Невысокий запрос уже. Запросы снизились до такого, что главное, чтобы не та, поливали. якая цяпер, это не такая, плохая прапаганда. Яе ніхто не глядзіць, яе ніхто не верыць там. А вот ты ж паўмнее, типа, да? У тебе там то сё. Вот зрабі мне такую прапаганду, вот каб яна працавала, да? І тое самае Лукашенко кажа всім сваім астатнім там міністрам, падначальным: ну зрабіце вы мне такія тавары, якія б набывалі. Вот вы просто робіце тавары, да? А вы мне зрабіце такія, якія б набывалі. Ну і вот ты вот зрабі вот мне прапаганду, якую б людзі глядзелі. А ці зможа ён гэта зрабіць? Ну, то бок, хорошо, там, эти крэсламі памянялись, да, там, клас. Таму што папярэдні міністр інфармацыі, адзін з папярэдніх прыйшоў на месца Маркава на НТ, да? То бок, чисто вот, давайте мы вас вот так вот поменяем туда-сюда. Але все остатние, это вся вот эта вот дуболомная вертикаль, она же засталась. Но вот есть еще мнение, что и Лукашенко, и Марков сейчас хотят придерживаться такой политики в отношении пропаганды, сделать ее, вот может это отчасти то, что ты говорил, сделать ее такой условно более интеллигентской, менее оскорбляющей людей, потому что последние годы мы видим, что там все просто превратилось до состояния, ну, такого уровня грязи, на который ты только посмотришь, и тебе уже хочется мыться. И вот что якобы вот все вот эти озаренки и прочее, что они уже не в почете, что все вот эта их лаянка, и что нужна новая, более какая-то интеллигентская история. Почему вдруг, вы думаете, так изменилось пожелание? Потому что вот почему все эти 4 года Лукашенко как будто наоборот их стимулировал, потому чтобы они становились все более злые, все более раздражительные, потому что казалось, что они просто соревнуются, кто кого превзойдет. Из уст Озаренко сыпятся такие оскорбления, которых я не слышала вообще никогда в своей жизни. Я узнала много новых слов, которыми можно обижать людей. И казалось, что они все вот хотят все еще больше, выше, сильнее, и вроде бы как бы режим Лукашенко это поддерживал. Почему они сейчас передумали? Почему они сейчас хотят сделать новую пропаганду? С чем это связано? Слушайте, ну нельзя постоянно вот накручиваешь. Это либо должно завершаться катарсисом, взрывом, да, каким-то там вот, ну ты накручиваешь, бум. Либо как бы нужно менять градус, ну, то есть нужно менять тренд, но это означает, что те люди, которые сейчас делают вот эту пропаганду, они не способны делать как бы иное, потому что вот их продукт, озаренок другого уже не сделает. Соответственно, эти надо закресливать, доброе белорусское слово, и как бы делать на основании каких-то других людей. Кажется, что этот этап вот накручивания, он не то чтобы закончился каким-то катарсисом, а он как бы, ну ты смотришь на Озаренка, я делал у себя на канале выпуск насчет пропаганды и как бы на базе вот телеизмерения этого, ты смотришь на Озаренка, и ты понимаешь, что у него аудитория там 1200 человек. Что вот там, где можно его померить, он за эту аудиторию не выходит. А значит, все усилия по тем прекрасным как бы выражениям, о которых ты не можешь говорить вслух, я также не могу говорить в рамках этой программы, что эти все усилия попадают в пустоту. Их как бы нету. Ну, фактически, это история, которая сейчас мучает и все демСМИ, да, это достижение нейтральной аудитории, да. У нас традиционно у госпропаганды был один зритель. Он так любит. Ему нравится, когда с огоньком, с матюгами, по-народному, от земли, да.
Ну, народ такое не ест. Народ достаточно интеллигентный, там дети смотрят опять-таки новые слова. Я учат. представляю, Ну, чему просто- они научились за это время. Вот, так просто не принято, да? То же самое можно сказать куда более интеллигентно. И это вот выход на ту самую нейтральную аудиторию. Они такое впечатление, что с нами были на всех последних конференциях. Ребята, донесите обычным белорусам... А может, и были. А может и были, поди знай. Донесите обычным людям, что происходит, что делается и так далее. Але мне здаецца, што небяспека такого падыходу ў тым, што неабычныя людзі адчуюць, што нешта змяняецца ў краіне. Ну, то бок вот эти вот амапаўцы, іх жонкі, іх сем'і, для якіх, у прынцыпе, тое, што Азаронак кажа тое, што ён кажа, ну вот на іх мове, да, на мове вось гэтых гледачоў, гэта гарантыя таго, што яны па-ранейшаму жывуць у той краіне, дзе яны і ёсць улада, дзе яны і ёсць апора. А тут як бы... Подумаешь, что, не дай бог, чуткі. оттепель началась еще. Азаронка отодвинем зараз, да, там, то бок, тое, што прапаганда пачынае набываць чалавечы твар, гэта можа азначаць, што рэжым выйшаў на, як не на плата, да, мне здаецца, што ідэя плата правалілась, як бы за минулый год, там плата рэпрэсій і так далее. Але што рэжым, вот маятнік, да, ён пайшоў у іншы бок. Таму што все, што мы ведаем пра 30 гадоў таго, як кіраваў краінай Лукашенко, это под выборы всем выдать дубинками, посажать политвязняў, але праз 5 гадоў у нас пачынаецца лібералізм. А наступны раз маятнік вот тут вот выборы всем надаваць дубинками, да? І вось калі гэты трек, калі прызначэнне Маркова, да, яно означае, что все, конец вот этой нечалавечай прапаганды, да, и давайте мы цяпер будем рабіць нешта такое з чалавечым тварам, то гэта небяспечны сігнал вот для тых людзей, якія хацелі б, каб все заставалася так, як ёсць. Не связано с выборами 25-го года? Так наверняка связано. Ну, надо выходить на более Конечно, широкую связано. аудиторию. То есть надо из этого, вот я всех позабивал, ну, и по-белорусски, и по-русски. Для тех Надо озаренных выходить останется. На широкую аудиторию. Они, наконец, сегментировали аудиторию и поняли, что, ну, там, допустим, не знаю, там, преподавательница какого-нибудь языка из школы, она не ест то же самое, что товарищи Карпенкова. Произошла девальвация Озаренка. Да. И деноминация заодно. И деноминация. Его же. Але гэта значыць, што Вольга кажа правільна, адбылося разуменне таго, што Азарёнак гэта для там 5000 чалавек, да? Ну, сколько там... Зачем вы завышаете? 1500. Вось. А для ўсіх астатніх трэба нешта іншае. То бок, да, для Азарёнка это дрэнныя навіны, але і для нас гэта дрэнныя навіны, таму што яны, я маю на увазе там улады, все вот это вот, яны типа зразумели и Ну типа вот. хочет нечто... Могут ли сомневаюсь. они стать нормальными? Могут ли они достичь сейчас этой нейтральной аудитории быстрее, например, эффективнее, чем мы стараемся это сделать, если у них... Потому что, смотрите, ведь у них ресурсы и бюджеты, да, по сравнению с ресурсами, бюджетами независимых медиа, ну, практически не ограничены, да, то есть туда вваливаются большие бабки. Маркову не нужно переживать, как всем нам, как завтра наступит наш новый день, и сможем ли мы выпустить еще передачи. И вот у них будут бабки, у них будет достаточно умный Марков, у них будет сейчас какой-то новый курс на, не знаю, интеллектуализацию. Не будет ли это означать для нас какую-то опасность? Что мы потеряем аудиторию? Что они будут продавать? Мы продаем свобода, независимый суд, открытая Европа, высокий уровень жизни. У нас есть набор тезисов, которые мы продаем. О том, что, ребята, если вы будете жить вот в идеологии, извините, скажу, моей, я на своем канале как бы работаю вот с этим, да? Если вы будете жить в этой идеологии, то Беларусь будет, ну, не как Швейцария, но через некоторое время будет как Польша, потом она будет, не знаю, там, как следующая страна, а может быть, лет через 30 доживем и до какой-нибудь Дании. Для того, чтобы стать Геббельсом, должна быть как бы какая-то суперидея. Ну, там вот в Германии там идея расширения жизненного пространства. И там как бы что-то вот такого рода, что было бы понятно населению и было воспринималось как идея о будущем. Попробуйте сформулировать идею для госпропаганды как идею о будущем. Слушай, ну стабильность, он же пытается эту гавань свою несчастную...
Даже со стабильностью, понимаете, как бы, Плохо на чем получается. основывалась стабильность? Стабильность основывалась на том, что, смотрите, вот в Украине война, а у нас нет войны, какой я молодец. Но мне кажется, что эта тема, она уже как бы заезжена. Уже люди отворачиваются от выпусков про войну, независимо от их отношений уже к Украине и России. Это уже не является самим по себе трендом. Эта штука уже сыграла. В чем дальше стабильность? Стабильность в экономике, но у меня для нее плохие новости, как бы до его выборов вряд ли эта тема будет хорошо продаваться. Ждут нас интересные моменты. В чем еще стабильность? Ну смотри, Саш, там же можно продавать нереальные вещи, можно же. Это же пропаганда на то и есть, она же может продавать мифы, выдумки. Ты все равно продаешь миф. Ты все равно продаешь миф. Но как бы этот миф не сформирован. Миф о будущей счастливой жизни при Лукашенко, он не сформирован. Его сначала нужно придумать, а потом нужен Марков, чтобы его Ну, у них прожить. с идеологией Слушайте, проблемы. ну, понятно же всем, что счастливой жизни при Лукашенко уже не будет, просто потому что сам Лукашенко уже на среднесрочную перспективу себя не видит. Он постоянно через слово говорит, как там это, коровы, когда у вас там 10 тысяч даст? А черт, при нас уже не даст, да? Вот у него такая уже печаль, да, как Уго Чавес. Я прям помню этот момент, когда Лукашенко стоит в школе и рассказывает Уго Чавесу, что, значит, а вот здесь будут такие дома, и Уго Чавес на него такими грустными глазами смотрит, он понимает, что он эти дома точно не увидит, да? Это вот тот случай. Знаете, где коровы дают 10 тысяч? Да почти везде, где нормально живут. 9 тысяч в Литве и в Польше, а 10 тысяч, по-моему, это уже США, 13 тысяч Израиль. Такая вот ситуация, да. Но мы не об этом. Да. Да, ну, там речь не про всех коров шла, там коровах, там хорошие в хорошем хозяйстве коров, поэтому тут это вполне обычная история, обычная Ну, цифра. мне здаецца, што лукашэнкаўская прапаганда яна прадае ўсход. А дакладна так же, як вот наш светапогляд ён скіраваны на захад, яны іх вось дактрына ідэалагічная, мы будзем жыць як в России там типа. Ну, а гэта подразумеваецца як в Москве. В говне. Да? Потому что як у этому самому при Кадырове, мне здаецца, мы не продадим гэта белорусам. С Кадыровым, конечно, да. Там и с Россией Да, и с увогуле так. Уралом в целом, там как-то не везде. Ну, там, типа, Китай наш сябар, і дзякуючы таму, што вот мы выбудоўваем такую палітыку, нас не з'едуць, таму што вот мы сябруем там с Китаем, с Россией, да, и тут уже Геббельсовщина такая ёсць крыху, да, выход тут на международную перспективу. Паўночная Корея з'яўляецца. Что мы гулец там нейкі у международной палітыцы, да, что вот и с Китаем, и с Россией там супраць этого Заходу, які Ну, загнівае. там большие страны, все серьезно. Электорату, обычному рабочему человеку. Какой Китай, какая В Советскім геополитика? Я Саюзе вас гэта умоляю. працавала. І Лукашенко памятае. Ну, там Вось гэтая машина ідэя была дзяржавы, Да. якая там всім будзе дыктаваць з ракетнай шахты, значыць, і ядерная зброя ж у нас цяпер ёсць, да? Вот яна всему свету дыктуе, вот гэта працавала. І Лукашенко Это працевало понимаешь, на россиян, у него- это працевало так в том-то и на дело. тот регион. На белорусов, мне кажется, им полупофиг. У вот него эта есть история. второй. Понимаешь, как бы в этой идее он конкурирует с Кремлем. Понимаешь? Есть как бы сидит в Кремль, который через Киселева, Соловьева и Раду Зиналову, которые, к сожалению, активно смотрят в Беларуси. Вот эта маленькая группа, которая смотрит новости по телевизору, она смотрит ее, а не Маркова и кого-то еще. И эта идея уже занята Путиным. Понимаешь, какая получается штука? А ему нужна все-таки оригинальная идея, потому что Лукашенко главный сторонник белорусской независимости. Какие бы мы с вами тут не были за независимость, как бы, ему независимость нужна лично для себя, конкретно, а не в общем, как нам для страны. Ну, у яго такі шпагат, што мы вот залежныя і незалежныя. Слушай, ну а вот педалирование темы совка, да, одно дело, когда мы про все эти коммунистические ценности рассказывали там в 20-х, 30-х бедным, голодным людям, другое дело, когда мы сейчас поколением белорусов, которые уже помнят, как хорошо иметь выбор колбасы, мяса и всяких других возможностей в виде шенгенских виз, мы им объясним, что у нас будет снова Советский Союз, ну, извините, с колбасой и визами придется обождать. Ну, люди слишком хорошо еще помнят это. Немножко сложно объяснить, да. Тогда надо действительно немножко поучаствовать в войне, немножко пострадать в окопах, а потом сказать, ну, ребят, вот сейчас у нас будет великая держава, значит, она будет без колбасы, но зато мы победили, и у нас будет вот величие национальное. Вось з апошняй вялікай канферэнцыі я вынес думку людзей, якія жывуць унутры Беларусі, яны кажуць, што маладое пакаленне, вось гэта там тыя, каму цяпер 19-20 гадоў, яны не памятаюць, што было ў 2020-м, і, што вельмі важна, яны не разумеюць, што ёсць нейкая небяспека. Яны не разумеюць, што можа быць без візы і без калбасы, разумееш? Гэта для іх зусім не факт і не пагроза. Яны лічаць, што все
нормально, что можно самореализовываться, что никто их не будет там чапаць ни за что. То бок это мы разумеем, что им пагражае Савецкі Саюз без візаў і колбасы. А яны такога нават уявіць сабе не могуць. Яны ў іншай парадыгме жывуць. Я, вот как человек, которому 50 уже годов, и который успел зацепить Советский Союз еще в относительно как бы взрослом возрасте. То есть, когда Советский Союз крякнулся, мне было 18 уже с чем-то. Да? И я удивляюсь, когда я начинаю вот достаточно молодым людям, которые этого не зацепили, рассказывать, как на самом деле было в Советском Союзе. У них вот такие глаза о том, что как бы нет, ты не мог поехать в Турцию. Никак ты не мог поехать в Турцию. Ой, слушайте, это как, Это как с коммунизмом. Жуткие условия в сарае. Вот я к тому, что как бы подросло целое поколение, для которых, когда ты говоришь, ну вы хотите в Советском Союзе, они отвечают, ну да, но вот в том мифическом Советском Союзе, про который мне рассказывают по телевизору, а не в реальном, в котором я Это как европейские молодые либералы, не либералы-леваки насчет коммунизма. Они просто не знают, как это работает на самом деле, и для них это какая-то красивая утопическая идея. Классная, а вот... Да, на реализация говно. Давайте вернемся к пропагандистам. Как, на ваш взгляд, вообще изменился контур белорусской пропаганды за последние 4 года? Потому что в 2020 году они вышли на арену таким цирком уродцев, но ярким цирком. То есть за ними интересно было наблюдать. Вот волосатая женщина, вот с усами, вот какой-то карлик, пускай меня простят карлики, ну, то есть как вот в этих цирках случается, да, и это были какие-то яркие, интересные фигуры. Что сейчас? Они как-то скопытились за 4 года? Как это все выглядит? Какая у них... Мы уже поняли, что их никто не смотрит, кроме нас, как, наверное, есть. А как вообще они сами по себе? Давайте назовем просмотры. Вот там, где мы можем померить, там беда. Потому что желтые сливы сейчас это там 5-6 тысяч просмотров каждая новость. Все. Это вот вся аудитория желтых слив. Там Озаренок я уже назвал 1000. Муковозчик, когда что-то пишет у себя в канале, это 400 человек посмотрит. Из них, я 2 раза зайду, почитаю, что он написал про меня. Слушай, я не очень понимаю просто, про что он пишет. Когда еще про себя, ладно, а так он намекает на каких-то людей, которых я даже, будучи вовлечен, я в повестку не указываю. Написал стих про Остапеню, стих. Там был... Ну, и там мы тоже с Артемом присутствовали. Это успех. Да, мы присутствовали с Артемом тоже в этом стихе. Я говорю, господи, нам посвящают стихи романтично как. Ну, в общем, произошла маргинализация совершеннейшая как бы этой всей истории. И, собственно говоря, я думаю, что там внутри они все-таки тоже хоть что-то понимают, что эта история как бы не работает, по цифрам стало плохо. И когда ты смотришь вот тот самый медиаобзор, на основании которого я делал свой выпуск, ты видишь, что топ-5 белорусских, топ-5 информационных программ, которые смотрят белорусы, это «Итоги недели в Киселеву», Ирада Зейналова, и так дальше пошла российские какие-то новости. То есть из информационного пространства белорусские пропагандисты выпадают. Их как бы не существует, и это место занимают скорее российские пропагандисты. И скорее для нас там экзистенциальная угроза все так же исходит как бы из Останкина. Ну, мы про них поговорим. Мы до них еще дойдем. У іх ёсць доступ да тэлевізара, у іх ёсць сродкі. І яны все роўна, можа быць, яны неяк могуць абгрунтаваць там у сваіх справаздачах, што яны вось выйгралі ў беларускіх незалежных медыяў, выпінулі іх з краіны, з інфармацыйнай прасторы, да, няма ў іх тэлевізара, да? Але яны прайгралі расіянам. І цікава, наколькі яны гэта ўсведамляюць як праблему. Вось гэта вельмі цікава. І пры Маркаве, да, вот гэта будзе для іх праблема, якую яны паспрабуюць вырашаць. А калі яны паспрабуюць гэта вырашаць, у Расіі гэта адразу заўважыць. Это ж надо вот как-то банить, там, вот Маркова, не ведаю, глушить на незручный час, переставлять, заменять чем-нибудь у программах, да? Сейчас мы посмотрим и по Маркову, и по России, насколько они способны меняться, да? Вот фишка этих назначений такая: в бой идут одни старики, старый конь борозды не испортит, добавим в скобках, но глубоко не пашет. Новых лиц там нет. И в России продают тех же людей, того же этого Бесогона, выжившего из ума и так далее. Новых идей, новых людей, той самой нейтральной аудитории этих Z и так далее поколения, ее не видно на федеральном уровне. И в этом тоже какое-то окно возможностей, потому что пока у них нет идей, что делать вот с этим поколением.
Они продают того же муковозчика, Ну, которому смотри, 100 лет в обед я- и так далее. Я бы здесь все-таки чуть-чуть не согласилась, потому что в 2020 году, когда все случилось, я заметила, что в белорусские пропаганду начали выводить много молодых лиц. Да. И симпатичных. Причем они как будто поняли, что на нашей стране молодость, дерзость и так далее. И они подумали, нет, нам нужно тоже показать, что мы не пенсионный фонд. И И вот там это появились один какие-то типаж. девушки, которых Да. такое ощущение из Мисс Беларусь взяли, Да. дали им папку, и они начали быть журналистками. Да. Очень Спорт меняет профессию. Они все абсолютно одного типажа, Да, их да. совершенно невозможно различить. Вот. И между я собой. поэтому хочу Да. понять, какой путь они прошли за 4 года. Потому что вот 4 года назад и чуть позже это были молодые, красивые девушки, это были какие-то там яркие речи Озаренка, абсолютно, конечно, сумасшедшие, но цепляли нас всех. Что сейчас? Они Слушай, выдохлись, часть они из них сдулись. ушла. Часть из них ушла из эфира полностью. Типа вот этой жены ОМОНовца. Жена офицера. Арцух. О, Да. Юлия Арцух, я любила. Да. И, все, их нет. Они не вытянули. Ага. Вот, их просто нет, а заменить нечем. И вот этой молодежи, да, она в 20-м появилась, но сейчас вот новый к 25-му году, к этому циклу, ну, все-таки на инфлюенсера это пока Не тянет. не очень тянет. Мне YouTube подкинул как-то какую-то там... не YouTube, а какой-то из желтой сливы подкинули острую терку какую-то, и там вот такой образ, о котором вы говорите, но уже поиздержавшийся. И я как бы включаю там, ну, все как положено. То есть на гринскрине как бы снято девчонка белорусская, которая рассуждает о мировых проблемах, не имея о них понятия, там, про США. То есть вот можно посмотреть так же, как можно посмотреть Бесогона на уровне, как бы, ну, вот выжил Зумадет, как бы, ну, понятно, да? И вот как бы вот такая вот... Я в «Минской правде» такое читаю. Да-да-да, там девушки, которые Правда, поехали... это вообще великолепно. Там, и как бы, и вот, ну, у нее просмотры, конечно, 400 как бы, человек максимум, но ей кто-то платит за это, она это регулярно делает, она продолжает настойчиво это делать. Поэтому этот образ, как бы, он опять же, как бы, прилипло слово, но он тоже девальвировался. Они тоже куда-то растащила их куда-то, как бы разбросала по морю, и не, понимаете, как не сформировалась там Скобеевой, Захаровой, там, Симонян. Но их же не сформировались. Они так и не как бы... Не выросло. выкристаллизовались. Не выросло никого, и Да. никого-то... Вот около Лукашенко могли бы представить как нового, там, допустим, главу канала кого-то из молодых. Нет, Смотрите, а вот Тур, я слышала, я давно за ним не следила, но мне сказали, что он как будто, ну не то чтобы начал подмигивать нам, но как будто стал в каких-то моментах довольно лояльный и давать какую-то информацию, которую можно было бы и не давать. Это так? Начнем с того, что Тур принял участие в выборах в Координационный совет и проголосовал за Розу Турарбекову. Я считаю, что это уже большой шаг в правильном направлении. То есть ему это в Новой Беларуси зачтется. Но, возможно, годик скинут за это, конечно, за помощь. Это он, атрымліваецца, можа даказаць, што ён прагаласаваў за Турарбекова, потому что Так. там же все захоўваецца, 100%. калі хочаш Так, все конечно. гэтыя даныя. Ну хорошо, ну хоть... Слухай, Да. прабач, Мгм. ты Конечно. про Тура запыталась, да? Ён ад пачатку быў крыху іншы. Был Озарёнок, да, со своим вот этим вот, а был Тур. И я памятаю, что недзе там у 20-м годзе я нешта там написал у яго ў каментарах у Фейсбуку, типа, ах, ты прапагандист. А ён мне такі, а вот где я схлусил, типа, вот погляди мою апошнюю программу, типа, вот где я, типа, сказал неправду там, ці что-нибудь. И я поглядел, и реально не было до чаго доколупаться. Ну, типа, брудно, маніпулятыўна, але, ну, вот, па фактах, здаецца, правильно. І вось ён, мне здаецца, таксама гэты час весь прытрымліваўся вось гэтага вот спакойнага прапагандонства. Ён таксама нікуды не эвалюцыянаваў, ён там, дзе быў, але, ну, вот, калі ты шукаеш прыклад маладого, Остапені у тым лагеры, да? На минималках. Ну, Короче, Тур — это Остапеня, а часики тикают тогда. Это интересно, что у них, какая у них передача. я вось думаю, хто з іх боку Шрайман? Есть там Часики такі персонаж Андрей Лазуткин. Лазуткин. Ну, да, слушай, вот сейчас обидно было для Артема. Ну, это ж на минималках все, ну, мы ж разумеем. Ну. То бок спроба косплеить вот Шраймана, да, і ён таксама такі хітрый. Калі яго паслухаць, можна там нават не з першага і не з другога раза зразумець, дзе ён маніпулюе і як на гэта ўвогуле адказваць. Типа, напрыклад, такі. Все европейские краіны вот, с Варшавского лагеря зайздросцяць Беларусі, таму што вот яны ў свой час
не змаглі прэзідэнцкую рэспубліку пабудаваць. І цяпер у іх бардак. В парламентах люди одного там поливают соком, да? А у нас вот порядок. У нас вот один человек как сказал, так все и есть. Я вот думаю, звычайны чалавек, які не ведае, што такое парламент, дзеля чаго ён патрэбны ўвогуле, да? Он такой, ну так все и есть. У іх там бардак, нейкія, дыскуссіі, нейкія рашэнні прымаюцца то такія, то сякія, а у нас-то вот хорошо. Вот. То бок, у прынцыпе, ёсць людзі там з таго боку, якія могуць сфармуляваць нейкую маніпулятыўную ідэю, з якой, ну, мне лёгка, да, я адразу бачу, дзе там што, да? А вот, ну, сярэднестатыстычны глядач, я не ведаю, існуе, такі не існуе, але ён паглядзіць, і нешта застанецца такое, што ён пасля паўторыць, магчыма, нават у нейкай размове там, і гэтак далей. Ёсць вот тых, хто памаладзей, у прынцыпе, і мы чамусьці вельмі сексісткі да гэтага пытання, не магу назваць хорошую прапагандыстку жанчыну. Вось менавіта з якой складана, да, вот, спрачацца, якой хочацца паверыць, калі яна нешта кажа. Но вот эти двое, яны, да. Я была поклонницей какое-то время передачи на БТ. Боже, как же она называлась? Там две женщины такие очень милые берут интервью. «Скажи, не молчи». «Скажи, не молчи». И вот я иногда смотрела, и я думала, они ж со нас, они ж с нами. Потому что они иногда задавали такие вопросы, и ты такой слушаешь, думаешь, либо это от какой-то глупости, либо они действительно таким образом... И вот я как-то, они мне понравились. Друзья, в последнее время YouTube прячет нас в каких-то своих застенках и не выдает наши выпуски. Возможно, многие из вас поэтому их не видели. Я очень прошу вас поддержать нас лайком и комментарием для того, чтобы мы снова оказались где-то в видимом пространстве. Мы говорим еще про персоналии. Почему, как вы думаете, из Протасевича не сделали яркого пропагандиста? Почему он им не стал? Вспомните прекрасный эпизод в советском фильме про мушкетеров, когда кардинал предлагает Д'Артаньяну перейти на его сторону, и тот отвечает, как бы, к сожалению, мы с вами на разных сторонах, меня бы плохо приняли здесь и не поняли бы там. Протасевич оказался в ситуации, когда его там-то не приняли. То есть почитайте, как бы, пропагандистов настоящих, что они писали про Протасевича. Ну что он, как бы, ну, мудак. Он не стал для них их человеком. И здесь, как бы, он тоже, ну, человек, который... я понимаю, насколько трудно, как бы, в СИЗО. Я понимаю, что там невозможно сопротивляться. Просто, и, как бы, когда тебе грозит там 25 годов, как бы, то Протасевич выбрал, как бы, позор, место, как бы, сесть на 20... Позор и 7 миллионов штрафа или сколько? Ну, как бы, то, что на него повесит штраф... Ну, слушайте, я извиняюсь, как бы, за то, что я такой умный, но то, что на него повесит штраф, который проходит по этому делу, коню понятно было, потому что, ну, как бы, это практика... Ему не было зразумела это. Коню понятно, это но его, не это Протасевич. его проблемы, что он не понимал, что на него повесят, что теперь, находясь в стране, он как минимум половину всего дохода будет всю жизнь отдавать своему государству. Будет всю жизнь нищенствовать. Что он оказывается в нищете, в позоре, в нищете, но не в тюрьме на 20 лет. Я не могу его осуждать, потому что, как бы, ну, это очень жесткий выбор. Это очень жесткий выбор. Но с точки зрения пропагандистов, он здесь, как бы, никому не нужен, и он там, как бы, не приемлем. А самое главное, видим ли мы в нем создателя качественного контента. То есть создал ли он какой-то реально контент. Ну, вот после выхода он пытался там что-то запускать, ну, просто... Слушайте, просто да не нет создал контента. бы. Ну, перепуганный, замученный человек, совершенно бесполезный в хозяйстве. Другой вопрос, что пропаганда его могла использовать гораздо Вот, более я про это нежно и говорю. грамотно. Да, что они могли из него сделать вот яркого этого, вот пропагандиста, получить себе банку с той, варенья который- и коробку печенья. Да, который хотя перешел бы. с той стороны, и поэтому он может сейчас, может в кого-то заставить Были поверить. такие случаи были. Послушайте, вот эти пропагандисты советской Беларуси прошлого поколения, Да. типа Людмилы Маслюковой, Катя Пряник, да? Ну вот, они пришли, и их приняли с распростертыми Слушайте, а объятиями. Придыбайло, он же тоже изначально, по-моему, был какой-то полунормальный, правильно? Извините, Вроде бы. я должен добить, как бы, про Да. Протасевича, потому что если бы они, вместо того, чтобы вешать на него этот миллионный штраф, наоборот, его облизали, показали, как парень, который перешел на эту сторону, очистился, дали ему какую-нибудь работу, поставили его БРСМ начальником ячейки, и каждый день показывали, какая у него прекрасная жизнь, как он в Советском Союзе, говорит язык, как он в Новой Беларуси получил
как он в сегодняшней Беларуси получил квартиру маленькую, как он строит свою жизнь, это могло быть такое сопровождение его жизни, как образец идеального поведения, что это было бы круто. Да, возвращайтесь, с вами будет вот так. Да, но Нет. именно История в этом проблема успеха, как мы ее видим. белорусской тюрьмы режимной, что ты предаешь себя, и за это получаешь сгулькин хрен и штраф на всю свою жизнь. Именно потому что... Да. Это просто не вдохновляет остальных. Так Совершенно он не был бы вдохновляет. примером для остальных. А они бы думали, слушайте, ну вот живет же человек нормальную, обычную жизнь, да? Ну, обычную. И не такой же он пропагандист, или, допустим, а я вообще слесарь, допустим, да? Я буду там тихонько слесарем, все. Не будешь. Ну, не будешь, тебе не дадут. А почему, непонятно. Мне здаецца, што мы зараз просто прапагандзе Падказваем. падказваем, што рабіць. Вот не так Ну. з Пратасевічам. Ну, яны ў гэтую гісторыю не смаглі нават з тымі, хто вяртаўся па іх запрашэнні праз гэтую камісію, да? То бок іх пабралі, таксама судзілі там і гады зняволення і штраф, то бок замест таго, каб паказаць, як добра жыць тым, хто вярнуўся, яны іх вырашылі правесці тымі ж па тым жа пекле, па якімось іх астатніх. То бок помслівасць перамагла меркантыльнасць. Вот. Ну вот мы вам падказваем, сябры. Наши... Я вот думаю, тебе. сябры, коллеги, так вот вырвалось как-то. Антиколлеги. Антиколлеги, антисябры. Мы вам подказываем, что люди, пашкадуйте тых людей, якія вяртаюцца праз вашу камісію. Блин, вы их и так, вот як Пратасевич, принизили, вы их и так протягнули тваром по подлозе. Ну пашкадуйте, хоть их-то выпустите и покажите, что яны у Беларусі атрымалі нормальное жыццё пасля вяртання. Ну, я не гарантую, что яшчэ хто-небудзь вернется уже после того, что вы все наградили, да, але хотя б картинка будзе нейкая такая, якая ўпісваецца ў гэтую ўвогуле канцэпцыю камісіі вяртання. Согласна. Комиссия вяртания здорового человека. Слушайте, ну вот для... Глава Павел Светлов. Да. Да. Я хутчэй як министр информации. Давайте сделаем комиссию по вертанию здесь и будем из Беларуси принимать людей, пропагандистов в свою комиссию. Крутая идея. Это не смешная идея. Да? Зрабі гэта, і Да. тебе будзе чакаць Рада. однушка в Варшаве, спокойная праца в Бедронке, и мы Или- закрыем вочы на то, что Ну подожди, он же пропагандист, он же хочет быть журналистом, это его в бедронку. Может, на Еврорадио? А я як яны, атрымліваецца. Да. Ты же тут должен надо показать позитивный пример. Почему пропагандист? Ну, есть же какие-то люди среднего звена, которые, возможно, искренне страдают от того, что они там сейчас, не могу же я уйти из авиации, да? На самом деле программы по переманиванию людей, они были всегда и очень неплохо работали. Да, Кого бы мы переманили? Давайте понятия себе не представим. имею. Пару депутатов для КС. Извините. Да, вы знаете, скоро понадобится. С такими темпами нам скоро понадобится депутат. Ну, я не магу уявіць, як Ігар Тур, напрыклад, працуе на Еўрарадыё. То бок в новай Беларусі, калі будзе свабодны рынок медыяў, я плюс-мінус упэўнены, што Тура не возьме да сябе ніхто, і яму давядзецца ці сыходзіць з прафесіі, ці рабіць свой праект для той аудыторыі, якая все роўна застанецца. Ну, вот эти вот ностальгирующие фанаты Лукашенко, былые губазиковцы там и все это, да, будут донатами его подтрымливать, там, все у него будет как бы вот так в свободной Беларуси. Есть у Польши есть такое выдание «Не». Ну, такие, может быть, вы бачили такое великое «Не». І яго уласнік, яго галоўны рэдактар, гэта чалавек, які у часы савецкія працаваў кімсьці вялікім на буйной пасадзе непасрэдна са сродкамі масавай інфармацыі. Ён былы прапагандыст, і ён знайшоў сябе уже у новой Польши вось такім выглядзе. Это не вельмі такое папулярнае зараз выданне, яно было папулярна некаторы час таму, але ўсё ж таки у яго была свая сталая аўдыторыя, якая ўсё гэта чытала. Гэта ў тым ліку было і таленавіта зроблена, таму што там не было такой наўпроставай прапаганды нейкай. Гэта была сатыра, гэта было фелейтон, гэта была крытыка ўсіх дэмакратычных у першую чаргу гэтых палітыкаў. Але вось есть место. Хорошая идея. Ну вось кто-нибудь менш заўважны, хто,
ці хто не запляміў там руки крывёй, па чым даносіць там, ці пасля, хто не ездзіў дапытваць разам з следчымі людзей в следчыя изолятары, да? Ну, тэарэтычна, я думаю, што яны могуць знайсці працу у незалежных медыа, і цяпер у Польшчы, калі у нас, канешне, увогуле будуць бюджэты дзеля того, каб наймаць новых людзей, вось, і далей... Бюджеты пока только на ОНТ. Ну, да. Таму яны выбіраюць, я думаю, не губляць працу на ОНТ. Это история бывшей фотокорреспондентки Белты Оксаны, да, которую пытались хейтить здесь, но действительно большинство людей встало на ее защиту. Ну, я реально не у всех Это рядовой сотрудник, который по объективным вполне причинам не мог выехать какое-то время, пока не выплатил долг, который по суду деньги она должна была, выплатила, выехала и ушла из медиа, осталась просто в профессии фотографа. Ну, то есть это была плохая идея хейтить таких людей. Чем больше будет не за них, а за нас, не надо создавать врагов, надо создавать друзей. Да, мы тут немножечко комиссия по вертанию выступили, когда люди начали ее хейтить. Да. То есть Да. только с другого боку не смогли поддержать. Хорошо, ладно, слушайте, хотела еще спросить. Почекай, я еще хочу камінг-аут зрабіць, што ну, працуе на Еўрарадыё, сёння працуе некалькі чалавек з спутніка, да? Яны са спутніка Беларусь. Яны сышлі ў 20-м годзе яшчэ адтуль. Да? То бок, вот калі все заверце, да, вось яны адтуль сышлі. І я хочу сказаць, па-першае, прафесіянальныя людзі на спутнік таксама не бралі абы каго. Да? Па-другое, ці было б лепш, калі б яны дагэтуль працавалі дзе-небудзь на спутніку, а яшчэ, крый Божа, там, на АНТ, на СТВ, калі б гэтыя людзі з іх навыкамі, да, з іх здольнасцямі, яны б проста працавалі з іншага боку. Ну, мне здаецца, што не. Да? То бок, у прынцыпе, рэдактары іншых медыяў, яны проста не кажуць пра такое, але я думаю, што і ў іх ёсць такія людзі, якія ў свой час, да, калі яшчэ не трэба было гандляваць сумленнем, яны сышлі там з тэлебачання аднекуль з гэтых прапагандысцкіх медыяў. Ну так чаму не? Ну, мы не мусім адказвацца ад таго, што нас узмацніць. Што узмацніць вось гэты бок. Я согласна, но я хочу про спутник вставить, что я помню, когда открывался спутник в Беларуси, и я примерно знаю, наверное, людей, про которых ты говоришь, одного точно, и я работала тогда в журнале «Большой», и я скажу так, что и для меня, и для моих коллег не только в журнале, а в других медиа было несколько удивительным, когда определенное количество хороших, крепких, нормальных, интересных людей, белорусских журналистов, пошли работать в «Спутник». Там были хорошие зарплаты, которые выплачивались в долларах. У нас тогда были там очередные... У нас плохие были и в рублях. Да, а у нас были плохие в рублях, а там были хорошие в долларах. У них был дом Москвы офис, все было красиво. И мы тогда сидели, я помню, думали, ну вот приезжает Киселев на открытие медиа, да, своего. Ну это же просто Киселев самый главный там тогда на тот момент доктор Зло. И вот туда идут работать эти люди, с которыми мы тоже сотрудничали, тоже работали в свое время, братались и продолжаем брататься, и это было несколько удивительно. Слушай, как нас портит то, что мы хотим есть, а? Вот если бы мы не хотели, было бы сильно легче. Ну вот... Я понимаю, что люди не от бедности туда пошли, на самом деле. Я тоже знаю несколько человек, кто туда пошел, не побрезговал. Вот. Ну, деньги, они, слушай, искушение такое серьезное. Журналисты всегда бедные, всегда всеми немножко пинаемые, всегда во всем виноваты и ничего не сделавшие. Виноваты, что выборы в Координационный совет плохо прошли. А в любом случае, я был человеком, который отстаивает тезис о том, что СМИ на эти выборы поработали просто великолепно. Я представляю, как трудно было работать с темой Координационного совета, когда ее никто не смотрит, когда нет этого запроса, а ты все равно как бы ее в любой форме, в форме критики, в форме обсуждения, но ты все равно пихаешь эту тему в эфир, чтобы она была, потому что за этим стоит гражданская ответственность. Поэтому я тот человек, который говорит о том, что СМИ отработали совершенно замечательно. Спасибо. А калі завершаць тэму са спутнікам, то ёсць нюансик. Все роўна гэты радок
биографии. Да, согласись. Операционной книжки «Спутник». Согласись. Он застанецца ўжо до конца жыцця. Прошло да? столько лет. І не гледзячы И- на тое, што яны ўжо там не працуюць, Да, там все такое. прошло много А мы- лет, мы хорошо относимся к этим людям, но вот эта вот галочка, она все равно когда-то... То есть я уже про это забыла, а ты сейчас начал говорить «Спутник», и я сразу поняла, в том числе, про кого ты говоришь, ну не про всех, наверное, но... Хорошо, слушайте, ну вот для журналистов, вообще для медийщиков, для людей, которые делают контент, а для журналистов особенно важна аудитория, нам нужна аудитория, нам нужно, чтобы люди читали то, что мы пишем, смотрели то, что мы делаем. Мы в этом плане очень такие addicted люди. И вот мы переживаем, там, что наши просмотры упали по сравнению с тем, что было раньше, хотя мы понимаем, что там блокировки, вот это вот экстремисты, вот это вот все, но мы все равно страдаем, фрустрируемся и так далее. А вот страдают ли они, когда их реально смотрит 300 человек? Вот как они, пропагандисты белорусские, могут жить с тем, что они делают что-то абсолютно никому не нужное и неинтересное? То есть они просто живут, получают зарплату и идут в парк Горького на карусели? Они еще получают медали, грамоты, золотые литеры и так далее, причем регулярно и в большом количестве. Что это золотая литра? Она подпереть Дазваляе окно. забыть на хвилиночку, что... Ну, им же всё- рассказывают. Ты- Просто. Там другой источник удовольствия. Вот там у меня, в смысле, вот работы, в частности, на конкретно личном канале, источник удовольствия, когда я сделал, люди посмотрели, люди написали комментарии, поругали, там, похвалили, вступили в разговор, получили информацию. Вот у меня источник удовольствия вот такой. Деньги как бы вторичный продукт. Я бы не стал делать продукт, который смотрел бы там меньше 1000 человек. Ну, через 2 года, наверное, надо уходить с профессии. Да? Там источник удовольствия это самое. Золотая литера, похвала как бы начальника и так далее. И еще, представляешь, свой кабинет, допустим. Да, Такая конечно. маленькая, уже свой кабинет. У тебя же есть свой кабинет, а? Вот. У меня Тебе вымпел некуда повесить будет. сажусь за столик в своей комнатке в однокомнатной квартире и там печатаю на кнопочках. Ты знаешь, какой вот ты не смотрела. Вот ты не смотрела наверняка. Какой у нас лучший интернет-проект от телевидения. Вот это так как это странно называлась премия, но как бы из тех вот интернет-проектов, которые делают телевизионщики, какой лучший интернет-проект? Как ты думаешь? Это Что-то с можно ОНТ? продлить долго. Там 5 hours later. Ну, что-то с ОНТ, наверное, нет? Нет. Озаренок. Проверенных людей. Озаренок Хотел сказать за я. свои стримы, которых в среднем в прямом эфире смотрит там на 30 до 50 человек, причем регулярно бываю один я. Привет, Гриша. В результате его смотрит около 1000 Слушай, подожди, человек. почему только ты, а Левчук? У вас уже двое. Нет, Но я они не по могу. черзе С Марией подходят. я не Да. могу. Но мы можем с ней сделать график. Я на записи И глядел. если кто-то третий подключится, то мы будем с Гришей всегда. Обожаю. Маргариту просто, Марго. Спасибо. Так вот, вот эти самые стримы, которые в прямом эфире смотрят 30 человек, а в результате смотрят 1000, это именно они с точки зрения вот этой аудитории, как телевершиня, напевно, вот это самый лучший белорусский телепродукт в белорусском Ютубе. Поэтому изменение сознания уже произошло. То есть там, как я уже сказал, там другой источник удовольствия. И в том числе и кабинет, в том числе и какие-то там, не знаю, наверное, там льготный кредит на квартиру, Слушай, который дороже здесь, чем нормальный кредит, там будет льготный А кредит. еще же можно стать делегатом ВНС, допустим. Не, ну тут не для Это ж, всех. ну, конечно, не для Надо всех. Так надо заслужить. постараться, сколько лет. Конечно. Да, да. Ну, Увогуле, мне здаецца, што іх падпітвае гэта садатычнасць да ўлады. Тое, што яны сваёй працай яны вось абараняюць, дапамагаюць гэтай уладзе, і яны лічаць, што яны з'яўляюцца часткай. Часткой этой влады. То бок вот это вот мы улада, да? Вот гэта Я наркотик. солдат улады. То бок за мной сила вот этих всех маповских дручков, да, вот это вот... Я делаю лукашенковского что-то бюрократичного важное, как войска, будто, да. что-то решаю, что-то... Вот. А, до речі, на початку ти сказала, що от яны не боятся за свой заробок. Там. Марков не боится за свой заробок, за то, что у него там завтра будет. Так вот, мне здаецца, что калі... Вот обратный бок медаля, это то, что калі яны бачаць свои 50 онлайн-гледачоў, вот тады яны боятся.
не знаю, слушай, на последнем совещании им нормально подтвердили. Деньги будут, финансирование будет, Да. не боитесь, мы за вас. Это, Но товарищи, сказали головой, это Лука сказал, что головой отвечаете Да. за эти бабки. вот вы часто получаете положительный фидбэк не от зрителей, а от доноров, допустим, еще от кого-то чтобы вам сказали, что ваша работа, допустим, важна, да? Все равно мы всегда немножко оправдываемся, мы всегда немножко там объясняем. Да, нас тут заблокировали, тут у нас поломалось зеркало сайта, тут у нас YouTube заблокировал нас за язык, мы стараемся. То есть мы всегда немножко так как-то... И вообще мы провалили революцию 2020 года, мы сейчас... плохой солдат Рабинович, но старается. Да? Мы всегда немножко как-то так Оля хорошую мысль увела, интересную, о том, что получается, что их начальство их хвалит, деньги дает и поддерживает, а у нас, не начальство, но те, кто помогает нам делать контент, ты говоришь, что... Потрапляйся сейчас. Нету этого поля, понимаешь, когда там, когда мы говорим про бизнес, есть сотрудники, есть начальник и есть инвестор. Разговор между инвесторами и сотрудниками тоже был бы очень трудный. Там не нашлось места похвале, потому что всегда можно лучше, всегда можно побольше заработать. А это промежуточное звено, один начальник, который перед этим отвечает за бабки, и они его тоже не хвалят, но своих подчиненных он должен хвалить. У нас этого звена нет, мы же все сами по себе. Мы же все Да, слушайте, а давайте, Давайте хвалить друг друга. Нет, не так. Почаще. Неправильно, не согласен. Не надо? Нам нужно телевершение, нам нужна своя собственная телевершение. Реальность по-настоящему, не тихонечко, за кулисами, а собраться с презентацией, не знаю, грузинского вина одновременно, конечно, обязательно, и провести свою особистую телевершение и похвалить самих себя, тем более, что есть за что похвалить. Слушайте, самое-то и главное, мы живы, главное. За это уже стоит нас на похвалить. четвертый год, извините, выпихивание из страны, репрессий, признание экстремистами и немножко безденежья. блокирование и некоторого ощущения, что деньги могут закончиться, если не послезавтра, то через 2 недели, либо закончились вчера. Да. У нас очень большое количество качественных СМИ, работающих на белорусскую аудиторию там внутри. Нам точно есть за что себя похвалить и точно есть с чем себя поздравить. И это надо сделать коллективно и сказать друг другу спасибо. Но, может быть, не публично. Может быть, не надо Хотя, с другой стороны, КС открытый теперь для всех. А чего стесняться, да? Мы уже же все время такие белорусы теплые, не публичные. Обещаю. Класс. Потому что наезды-то публичные были, да? Да, Плохо освещают КС. Да, МОН освещает КС, а вы не освещаете. Все такие, Что почему я не МОН? Лукашенко дагэтуль сидит в Палаце Незалежности. Да. Чего вы его не это? Какой у вас КПД? Коли разглядать журналистов, як Лукашенко разглядає журналистов своих, як солдат. И он им так и каже, вы на войне. Мы воюем с вами, супросив. Паша, а мы-то не на войне. Паша, если есть мы-то война, не воюем. Мы на работе. Мы просто на работе. Журналистикой Да, занимаемся. мы журналисты на работе. Основа любой войны – это обоз. Нет обоза – нет победы, товарищи. Так не работает. Слушайте, в тему рассуждения о том, что мы на войне или не на войне, мы пропагандисты или нет? Мне запретили говорить про себя это, потому что я регулярно говорил о том, что я пропагандист. И мне кто сказали, тебе запретил? У тебя есть не делай хозяин? так, пожалуйста, больше никогда. Потому что если уж ты связан, то, во-первых, ты антипропагандист. То есть ты противоречишь чужим. Контрпропагандист. Да, контрпропагандист. Ты говоришь правду там, где формируется неправильное общественное мнение. Я лично точно не журналист. Потому что журналистика все-таки имеет определенные стандарты. Я как дилетант мог бы сказать про то, что журналистика предполагает отсутствие некого собственного мнения, а противопоставление двух мнений, точное указание на факты, для того, чтобы читатель, зритель мог сделать самостоятельный вывод. Я точно не журналист. Потому что я говорю про те факты, которые выбираю я лично, я говорю свою личную позицию и не пытаюсь сыграть в игру, но что вообще-то в Китае не так все плохо. Нет, у меня есть видение. Я знаю, в какой стране я хочу жить, в какой новой Беларуси я хочу жить. Я рассказываю про нее и то, что отличает сегодняшнюю Беларусь от моего идеального представления. Меня не интересует дистиллированная правда в этом смысле. Я хочу рассказать и увлечь зрителей тем, как я вижу это самое будущее. Если они разделяют со мной это будущее, классно, они смотрят эти видосы. Если
не разделяют, но смотрят и при этом хейтят как бы внутри в комментариях, это тоже хорошо, мы вступаем в диалог. Поэтому я точно не пропагандист, я не знаю, как не журналист, я не знаю, как коллеги. Знаешь, я могу ответить на этот вопрос одной историей. Это было 16 августа 2020 года. Накануне одна известная, не очень уважаемая газета администрации президента в колонке одного пропагандиста угрожала моей коллеге, назвав ее по фамилии, убийством путем утопления. Вот. И я у господина Кривошеева, возглавляющего Союз журналистов, подошла и спросила: извините, пожалуйста, Дмитрий, как вам вот такой подход? Вот это норм? Это, говорю, вот, ну, это не пропаганда, ну, это не угроза, это не пропаганда, что это? Он сказал: Ольга, это яркая публицистика. Я сказала: я это запомню. Ну вот, я считаю себя ярким публицистом в данный момент, просто потому что у меня нет других возможностей. Я не могу делать журналистскую работу по тем стандартам, которые она должна быть сделана. Я стараюсь, но достаточно часто это невозможно по объективным причинам. Та вторая сторона не может мне ответить, не может мне прокомментировать. Поэтому, ну, я всегда указываю, что это мое личное мнение, что я не претендую на истину и так далее. То есть все мы такие немножко блогеры тут, да. У нас, видите, Яркая публицистика. контрпропагандист, яркий публицист. И журналист. Я вас так и вначале подпишу. І ми з Пашей журналісти. Ну, ні, Скучні. я лічу, що Єврорадіо займається журналістикою. Ми з поправкою, звісно, на той час, у яким ми живемо, на те, що ось казала Ольга, тільки що, ну, да, з іншим боком часом не покомунікуєш, информацию часом не проверишь там, и так далее. Или все равно в этом случае об этом честно пишем, что проверить эту информацию мы не можем. Ну, то есть мы не можем не только конкретно себя, но и вообще наших коллег, другие независимые медиа считать пропагандистами. Не можем. Это, ну, да, тоже же есть некоторые упреки в наш адрес о том, что мы там много, естественно, там топим за демократические силы, за демократические перемены. Ведь это же тоже, наверное, своего рода пропаганда с нашей стороны. Или нет? Мне здаецца, што это частка рэдакцыйнай палітыкі. Гэта не прапаганда. Ну, ёсць медыі з тым ці іншым светапоглядам, з тым ці іншым характарам, можна сказаць. Бо стерыльных медыі не бывае, як не бывае стерыльных людзей. Вот. І тое, што медыа прытаплівае за дэмакратыю, гэта не прапаганда. А калі, напрыклад, ну, мы ж не проста кажам, што на Захадзе лепш, да? А пры Лукашенко горш, там, Расія там зло. Ну, мы ж паказваем гэта на канкрэтных прыкладах. Хаця, дарэчы, мне здаецца, што апошнім часам людзей гэта крыху пачало падбешваць. Ну, таму што, калі мы кажам, на Захадзе лепш, паглядзіце, бульба маладая в Варшаве каштуе там танней, чым на рынку в Слоніме, там, умоўна, да? Вот. Ну, і людзі, якія не могуць патрапіць у Варшаву і купіць танную маладую бульбу, у іх пачынаюцца, ну, там, што віз няма, там, чэргі на мяжы, там, і вот это все. Типа, зачем вы нам это говорите, да? Типа, А они пишут об этом в комментариях, или как это выглядит? Да, ёсць, нам пишут такие комментарии. Реально, типа, не злите людей. Не бесите деда. І ўвогуле, прабачце, Александр, я яшчэ крыху даб'ю, што у беларусаў, якія чытаюць незалежныя медыі, якія ў іх уяўленні складаюцца пра жыццё ў Беларусі. Ну што цяжка, там канцлагер, рэпрэсіі, там дорага, адукацыі нармальнай няма, дактароў нармальных не засталося, там дэвальвацыя заўтра, як бы там, ну, образование в жопе, все в жопе. Вот. І якое ўяўленне у беларусаў, у тых тысяч, да, якія все ж таки вымушаныя выпісаць газету адміністрацыі прэзідэнта там і так далее. В якой класнай краіне мы живем? Надоі растуць, там Лукашенко полетел там в Монголию, да, там дамовіўся про все, губернатор да яго прыехаў нейкі расійскі, там все, товарооборот повысим, там і так далее. Я такі... Есть чем гордиться можно. Ты понимаешь, что это означает? Что не важно, почитать. как ты живешь, важно, что ты прочитаешь, получается. Нет, ну правильно, ладно. Это люди выходят на улицу, и как бы у их диссонанс начинается. Да. Все равно записаться надо. Да, але у той момент, когда читаешь, ну да. Я сегодня опубликовал пост, мне прислали из Беларуси, с фотографией глобуса, который продается на Озбай, именно на белорусском ресурсе. И на этом глобусе России прирезан уже не только Крым, но еще и все те области, которые якобы теперь уже российские. Да. Да, это абсолютно трешак. Это продается прямо сейчас в Беларуси.
Я написал короткую заметку на тему того, конечно, типа, а когда в очередной раз спросят, а за что нас-то? Вот. Ну, За подожди, что? это же, наверное, глобус не в Беларуси сделан. Но продается. Продается он в Беларуси, какая разница, где он сделан? Продается прямо в Беларуси. И один из комментаторов задал вопрос. Ну да, все так, но человек, который находится внутри Беларуси, как он на это должен отреагировать? Что он с этим может сделать? И вот это как бы, ну, это тезис перекликается с тем, о чем говорил Павел, о том, что, ну хорошо, картошка на рынке в Варшаве, в Лидле. А мне что с этого, да? И что я с этим Я как ж бы, не могу щас ее купить, поехать. могу сделать? И это такой, ну, это вопрос вопросов, потому что, говоря о том, как плохо и неправильно, конечно, ты должен в этот момент предлагать человеку какой-то выход. Ты должен предлагать ему какую-то модель жизни, как жить в этом плохо и неправильно, при этом оставаясь с уважением к самим себе. Александр, ну вот в моменте ответа нет. Ну, ответ один – страдать. Как минимум он должен понимать, что это неправильно, да? Они говорят, слушай, ну какая тебе разница? Ну, глобус. Ну, хотя, да, сделай важно тебе для же этого понимание, глобус. важно обрести понимание и А можно правильную просто идею. цветочки и говорить, ребята, вот, у меня картошка, цветы, идите в баню, не хочу вашего глобуса. Но он есть. И делать вид, что его нет. Да, и ты просто должен знать про этот глобус. Знаете, я сейчас сделаю такой небольшой офф-топ, но мне интересно об этом говорить. Почему? Потому что я себя иногда ловлю на мысли, ну хорошо, я настроен так вот. Это плохо, это хорошо. Человек во взрослом возрасте должен совершать моральный выбор, и он совершает моральный выбор, с этим как бы иметь дело. А потом я вспоминаю как бы советские времена. Ну вот, там было вторжение... Боже, человек 18 лет прожил в Советском Да. Союзе и до сих пор вспоминает я советские уже времена. вспоминаю, Вот и все-таки никак- Советский Союз какая-то очень сильная Не как конструкция. свои личные, как бы, не как свои личные воспоминания, а в принципе. Вот случилось там вторжение в советских войск в Афганистан. Да? И вот рокеры, советские рокеры. Кто-то вышел, кто-то там выехал. Ну да, было там, написал там, было пару песен. Была песня у Шевчука, «Я не стреляю», да, было там еще какие-то песни, но не было никакой такой массовой общественной кампании, чтобы рокеры призывали как бы противиться вводу советских войск в Афганистан, как бы, и когда уже пошла война. Тогда мы воспринимали жизнь из другой рамки, да, то есть есть как бы супервласть, с которой ты ничего сделать не можешь, и твое сопротивление состоит в том, что ты живешь как бы какую-то вторую параллельную жизнь, где есть там курилка Цоя, ну, условно говоря, наверняка такие образы мы можем найти и в Беларуси, просто это на мое юношеское сознание из Советского Союза отложилось как бы плотнее, да, конечно же, да. То есть есть какая-то другая параллельная жизнь, где ты как бы остаешься сам себе человеком, а с этой жизнью стараешься по максимуму просто не соприкасаться. Знаешь, невозможно было не быть пионером, но меня пионером приняли в последние дни мая, когда уже нельзя... В последнюю, в свою очередь, в Советском Союзе я стал пионером, когда уже нельзя было не стать пионером. Так вот, как бы ты пытаешься не соприкасаться с этой жизнью, при этом ты не можешь сопротивляться, потому что власть как бы абсолютна. И вот если бы мы подходили с этой рамкой, вот с той такой рамкой, когда у тебя есть очень жесткая власть, и ты с этим ничего не можешь сделать, кроме как не соприкасаться к сегодняшней ситуации в Беларуси, то наша моральная оценка действий людей, которые там остаются, возможно, была бы иной. Мы подходим с другой рамкой, как мне кажется. Про маральную ацэнку ж мы яшчэ не казалі іх дзеянняў. Это мы хутчэй казалі пра іх маральную ацэнку наших дзеянняў. Вот. Але я згодна, ну, внутренняя миграция такая, да. Абсолютно. И не отрицать наличие проблемы. Потому что есть люди, которые агрессивно пишут, зачем вы нам указываете вот на это, что я могу с этим глобусом сделать? Ну, ничего, просто знать, что он есть. Просто объясни ребенку, что мы же это даем не так. информацию, мы же не Да. призываем его к каким-то действиям. Мы Не просто даем покупай его, в информацию конце концов, да? о том, что есть такие вещи. Давайте поговорим про российскую пропаганду. Мы уже тут поняли, что белорусская пропаганда — это корм для мышей или что там, в общем, не представляет реальной угрозы. Ну, корм для мышей — это меня Заренок научил так говорить. Я теперь... Раньше бы я так не сказала. Ну, Но школа... да, я Индоктринация. учусь у лучших. Ну, он же сейчас преподает где-то в Витебске. Вот, вероятно, Полоцке, да? Ну вот, я Ну вот. просто представляю, как он Есть студентка. заходит в кабинет и говорит: «Привет, крысы!» ученикам, да, или что. Он же так начинает свою Иуды. передачи. Да? Либеральная мразь. Я там такой, всем встать. На колени. Поэтому
Да, вот мы поняли, что главная наша проблема, антагонисты и вообще соперники, это российская пропаганда, потому что белорусы все-таки в нее вовлечены. Почему? Что она из себя представляет? Почему она так качественнее сделана? И что в этом качестве не отличается от белорусской пропаганды? То есть в чем разница? Почему белорусская пропаганда не воспринимается, почему воспринимается российская все еще? Но мы понимаем, что там, во-первых, есть суперидея. Суперидея величия. Мы бьемся с мировым злом в виде США. Но белорусов Это же суперидеи величия, мне кажется, не заманить. Белорусов нет где на величие. Вот ресентимента у нас не было никогда. Да, нам все Неужели это равно. заразно настолько? Слушайте, в условиях отсутствия своего, то есть если бы рядом стояло свое какое-то, как бы, я не знаю, буддийское, как бы, ребята, это наша территория, не надо здесь лезть. Да. Здесь мы устраиваем свою собственную Хоббиты жизнь. такие. Да. Мы здесь строим Швейцарию, Да. нечего здесь... Нечего Да. здесь разгонять. Если бы была такая суперидея, то было бы противоядие. А тут нет противоядия, и как бы на определенную аудиторию суперидея величия падает хорошо. Это первое. А второе, ну, извините, там все-таки есть профессионалы. Мы вспоминали до эфира, когда ты смотришь как бы там фильм «Легенда номер 17» или ты смотришь «Движение вверх». Я не люблю оба этих фильма. Но я вижу, что это сделано людьми, которые умеют держать в руках камеру, умеют там, красить хорошо, актеров и так далее. То Нет, есть давай не про кино, потому что кино, понятно, в России делают намного лучше. А вот передачи, Ну, вот так- тоже таки выступление Соловьева. Вот почему Соловьеву люди воспринимают там больше, чем у Ковощика, например? Я там коллегам сказать. Слушай, ну, потому что он ярче, потому что он талантливее, потому что в него вложено больше денег, потому что часть белорусов довольно большая, она не видит разницу между Белоруссией и Россией. Потому что, допустим, белорусский чиновник, почему он так любит Россию и хочет с ней объединиться? Потому что он тупо хочет денег. Понимаешь, вот там, оказывается, министра обороны живет в особняке в центре Москвы, да? А я замминистра, а у меня панелька в Каменной Горке, и мне еще всю жизнь тыкают, что я тут всем чего-то должен. А если бы я был замминистра России или даже начальником управления, мне же не надо много. Я бы не брал столько, как он. Я был бы гораздо эффективнее. Я бы брал чуть-чуть, жил очень хорошо по своим меркам. Они мечтают. Они все ходят в плохих костюмах, они прячут часы там это под слишком длинными обшлагами пиджака. Нельзя быть богатым, нельзя жить. Хочется им в России, хочется им вот этой дольчевитой, чиновничьей такой. Чиновничий дольчевит. Ну, как они ее видят в масштабах своих скромных ожиданий. Ну, а если простые люди, если не чиновники, ну, я имею в виду, чиновники тоже, наверное, простые люди, а вот А зарплаты, а обычные возможности, люди. а рынок Питера. Ну, вот представляешь, у меня куча так коллег, знакомых, коллег по школе, одноклассников уехали в Москву. Ну, представляешь, какие там возможности. Я тут продавал там какую-то технику для зубных кабинетов, и там продаю. Просто там ну намного да, эффективнее и больше. здесь я понимаю мотив и почему они так делают. Но почему вот белорусы, которые сидят в Беларуси, смотрят уже Скабееву? Они не собираются, например, переезжать в Россию, они не делают бизнес в России, но они включают и смотрят Скабееву. Why? Ну, все роўна это тая перспектыва, якая для іх рэальная, якую яны бачаць тэарэтычна. Не яны паехалі працаваць у Россию, там, так сусед нейкі паехаў, да, Дети едут прысылае туда грошы. учиться, да. Да, в універсітэт ты думаеш, ну куды? Ну вот на захад трэба тыдзень з пастылем трахаться, да, значит, оттуда, калі ласка, едь себе вообще без хлопоты, без проблем. Ну, акрамя таго, беларуская пропаганда это такі нейкі, мне здаецца, косплей расійскай. То бок, Она слишком маргинальна. ну, Вот. у 20-м годзе ж просто тупо приехали гэтыя с РТ, да, с Москвы, і просто там некалькі тыдняў вучылі младших, значит, коллег працаваць як правильно. І Азарёнак оказался самым таленавітым вучнем, які такой без тормозов, без совести там. Ну і калі ты спажываеш гэты, ну вот менавіта гэты прадукт, так ты будзеш не паўторны арыгінал глядзець, а не жалкую копію, правильно? Причем реально просто мы слишком плохо делаем многие вещи. Допустим, я не знаю, я люблю в печатном виде почитать что-нибудь гастрономическое, каких-нибудь фудблогеров, да. Ну, вы извините, но несравнимо то, что пишут наши медиа, особенно «Минская правда», которую я искренне люблю. Ну, это просто школьник, четвероклассник, недавно выучивший русский или белорусский язык, вот он косноязычно что-то пытается там сочинение какое-то написать, как я съел булочку в столовой, значит, где-то в Лунянецком районе. Ну, я же не могу это
буду сравнить с российскими цветистыми, прекрасными, там, я не знаю, там, вплоть до Генниса, да, где у тебя такие аллюзии будут от этого простого описания приготовления котлеты. И ты чувствуешь себя высокоинтеллектуальным и при этом приятно взбудораженным гастрономически. Да? Это просто другой уровень. Хорошо, это другой уровень среди пропагандистов, но ведь среди нас, среди независимых медиа, и взять независимые медиа российские, мы же лучше. Малыш, ну я же лучше собаки. Я то же самое услышал в этот момент. Я просто, понимаете, да, я не хотела проводить Покуль эту мы параллель. задумываемся про это. Да, я не хотела проводить эту параллель о том, что если вот пропаганда это хуже, у них уровень хуже, да. Ну, Женя, Google считает, допустим, что они лучше, они не заблокированы, и их выдача Гугла обеспечивает, миллионные просмотры, просто чисто механизмом, чисто автоматически. Давайте, с этим сложно. все-таки возьмем какой-то пример, и действительно, потому что поковыряться в этом месте, даже если это показывает тебе собственное несовершенство, все равно интересно. Все равно интересно. Поэтому вот когда мы говорим «мы лучше, хуже» и говорим про именно независимые СМИ и независимые СМИ, мы вспоминаем «Дождь», да? Мы вспоминаем, не знаю, «Каца», «Медузу» и так далее. Они лучше? Вот давайте так. Для меня совершенно прекрасный проект – это «Обычное утро» с Костей Кавериной и Людмилой Милославской. Совершенно великолепный проект, где топовые гости, замечательные темы, и нерв от самого Кости, нерв совести. Да? То есть его иногда там заносит, надо стрелять, что-то еще, но ты видишь человека с совестью, да? Который через себя это все пропускает, трудно живет за счет этого, и поэтому тебе интересно на это смотреть. Для меня это классный проект. Это классный проект, сделано ли он классно с точки зрения картинки, облизывания и точности подачи, я не знаю. Да? То есть это требует обсуждения. Но вот мне хотелось бы сравнить, я могу сказать точно, что не с точки зрения богатства, количества денег, но с точки зрения смыслового наполнения контента, я совершенно уверен, что мы не хуже. Хотим ли мы иметь белорусский дождь? Нужен ли нам белорусский дождь или нет? Я не знаю. Еврорадио – это белорусский дождь? Еврорадио – охренительно качественный канал, на котором я регулярно по пятницам появляюсь, и постепенно сформировал свой собственный уникальную сетку вещания. Беларусь Tomorrow – это белорусский дождь. Кто? Мы придумали зрабіць стрімінгавую платформу і сабраць на яе лепшае, што ёсць на беларускім Ютубе. И вот так собрать крепких 12 гадзінаў от усіх, вот «Обычное утро», например, в ранішні эфир, да? Каб у нас был такі, як телеканал, які робяць все адначасова. Вот это будзе беларускі дождь. І он будзе такі вельмі розны. Там можа будзе вось гэтая праграма, можа не будзе, я не ведаю, як дамовімся. Я не ведаю, как Кнырой с Шалом будут побач. Вот Кнырой с Шалом будут побач, реально. Если бы за этим были деньги для обыкновенного утра, для Жениной программы, для всего, было бы намного проще их собрать. Конечно, да. С грошима простей, чем без грошей. Именно. Мы опять на минималках, мы опять на каких-то І ведаеце, пра што мы яшчэ не сказалі, калі бы мы пра расійскую прапаганду, все ж такі у нас ёсць вось гэты посткаланіяльны пунктик яшчэ застаўся. Мы з яго выціскаем з сябе больш эфектыўна. Увогуле, знаходзячыся ў Еўропе, Беларусь таксама ў Еўропе, але ладно, в Еўрасаюзе, да, прасцей неяк зразумець, што нічога, гэтая залежнасць станоўчая, не все толькі хорошее связано с усходам, да, і так далее. Але людзі, вось гэты погляд на больш вялікую краіну, як бы больш мудрыя людзі, я не ведаю, больш аўтарытэтныя. Вот. І гэта, мне здаецца, таксама працуе. Але ёсць добрае супрацьядзе ад гэтага. І мне здаецца, гэта адбываецца, што інтарэс да беларускай культуры, ён расце, вот з 19-го, з 20-го года, да? І чым больш беларусы цікавяцца беларускім, тым менш, безумоўна, яны глядзяць на нешта, это беларуская фігня, да? А вот зато вот там, то, конечно, сапраўднае мастацтва. Мне здаецца, што мы недзе яшчэ, конечно, на пачатку гэтага шляху, але мы ўжо па ім ідзем. Аминь. Спасибо, друзья. Я думаю, что на этой позитивной ноте мы можем с вами заканчивать. Друзья, спасибо, что досмотрели до конца это видео. Напишите, пожалуйста, в комментариях, смотрите ли вы пропагандистов и что вы про них думаете.
to one